Доклад главы подтвердил развитие республики. Об этом в кулуарах после сессии говорили депутаты. Так, заместитель председателя Госсовета Коми Сергей Артеев обратил внимание на состояние экономики после периода, который по большей части был посвящен борьбе с пандемией. Меры стимулирования экономики региона, по его словам, дали свой результат, стабилизировав ситуацию и заложив основу для развития на 2022-2023 годы. Правительство находит, скажем так, эффективные инструменты и методы для того, чтобы справляться с такими кризисами, назовем так, мирового масштаба. Теперь это, конечно, санкционный режим, и именно поэтому и сегодня на этой сессии, во второй части, мы будем принимать ряд мер, продлевать действующие старые меры и вводить новые меры, которые позволят нашим предпринимателям спокойнее смотреть на ближайшие годы. Это будут в том числе и меры налогового стимулирования, и прямых инвестиций, и те, наверное, экономические, скажем так, возможности, которые создаются в регионе, они, безусловно, всегда поправляются, потому что мир не стоит на месте. Команда главы Коми держит курс на укрепление муниципалитетов. Так, 1 миллиард рублей будет распределен между районами и городскими округами. Много внимания уделяется стратегии развития региона, которая невозможна без стратегии развития отдельных муниципалитетов. Не во всех регионах Арктики существуют стратегии, даже у наших соседей не у всех есть муниципальные стратегии. В этом плане хочется сказать, что действительно мы, даже возглавляем, можно сказать, это движение по созданию муниципальной стратегии и их взаимоувязки с региональными стратегиями. Это наше новшество, я думаю, что оно уже создано и в дальнейшем будет давать очень хорошие плоды. Доклад главы начался с темы здравоохранения. По словам заместителя председателя Госсовета Республики Коми Владимира Косова, это показатель того, какое значение придает наше правительство данной отрасли. Депутат отметил, что в то сложное время, в самом начале пандемии, Владимир Уйба смог принять срочные и правильные решения, в первую очередь для того, чтобы сохранить жизни людей. Надо получить было и маски, и халаты, и главное, дыхательную аппаратуру. Потому что в то время, если нет дыхательной аппаратуры в достаточном количестве, то надо было выбирать, кому жить. Вот для этого есть аппарат искусственного дыхания, а для этого нет. Вот попробуй выбери, как может человек выбрать. Поэтому сразу было сделано так, что масса аппаратов была закуплена. И практически у наших врачей не было такого выбора страшного. По сравнению с прошлым годом финансирование отрасли здравоохранения превысило 38 миллиардов рублей. Это беспрецедентное вливание, отметил депутат Госсовета Андрей Климушев. Только в этом году медицинского оборудования приобрели на 1,5 миллиарда, в том числе по программе развития первичного звена здравоохранения. Я думаю, что ни одна из больниц не может сказать, что в нее не пришло новое медицинское оборудование. Это в том числе и компьютерные томографы, и различная, так называемая тяжелая техника, которая, в том числе рентгенологические аппараты и так далее, УЗИ, фиброгастроскопы и так далее. Все это позволяет оказывать людям достаточно квалифицированную медицинскую помощь. Да, остаются проблемы у нас с кадровой ситуацией, но тем не менее в этом направлении Минздрав принимает также управленческие решения для того, чтобы с этой ситуацией справиться. Будет продолжен ремонт медицинских организаций за 2021 год. Обновили 5 поликлиник и больниц. В следующем ремонт планируют в 7 учреждениях. Начинаем открывать ФАПы. Не без помощи главы Коми решается проблема с лекарственным обеспечением льготных категорий лиц, отмечает депутат.